Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 87 копеек, евро 71 рубль. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 63 рубля 81 копейку. Продает также Восточный банк за 64 рубля 1 копейку. По евро в покупке лидирует Восточный банк, это 71 рубль и 3 копейки. Продает выгоднее всего также Восточный банк за 71 рубль 50 копеек. Президент России Владимир Путин накануне по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетил Будапешт. На переговорах Путин и Орбан обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также международную проблематику. По итогам переговоров, отвечая на вопросы журналистов, российский лидер прокомментировал разведение противоборствующих сил на Донбассе и роль в этом президента Украины Владимира Зеленского. Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать. А именно в данном случае не такой уж сложный вопрос, на самом деле, разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в 2 населенных пунктах. Это тянется годами. Теперь ясно почему. Потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска. Доведут украинские власти до решения окончательного этого вопроса или нет, я не знаю. Но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе. Добавлю, что сегодня президент России посетит Калининградскую область, где осмотрит судостроительный завод «Янтарь» и коврет «Гремящий». Также глава государства проведет расширенное заседание Президиума Государственного совета о задачах в сфере здравоохранения, а после встретится с представителями общественности. Правительство утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2020 год. Так, средний индекс по Якутии на первое полугодие останется без изменений. На второе полугодие составит 5%. Этот показатель определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону. Отмечается, что индекс служит основанием для утверждения руководителям региона максимальных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Чиновникам запретят покупать айфоны. Министерство финансов России внесло предложение ограничить стоимость телефонов и планшетов, которые покупают чиновникам для рабочих целей на бюджетные деньги. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, я тебя приветствую. На кого именно затронет такая экономия? Анастасия, здравствуй. В первую очередь, эта экономия затронет федеральных чиновников, их советников и помощников, а также руководителей региональных и территориальных государственных органов. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Министерство финансов России предложило ограничить стоимость телефонов, планшетов и ноутбуков, которые покупаются для чиновников на бюджетные деньги для рабочих целей. Самую дорогую технику можно будет покупать руководителям центрального аппарата федеральных госорганов, но и в этом случае максимальная стоимость смартфона составит 15 тысяч, планшета 60 тысяч, а ноутбука 100 тысяч рублей. Это не позволит закупать топовые модели устройств ведущих производителей, например, под такое требование попадают лишь несколько младших моделей ноутбуков от Apple и не попадает ни один iPhone. Менять смартфоны можно будет не чаще, чем раз в 5 лет, а планшеты и ноутбуки раз в 3 года. Как сказано в пояснительной записке, сейчас федеральные госорганы свободны в определении стоимости закупки телефонов, планшетов и смартфонов, что приводит к условиям для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами. Такие гаджеты, полагают в Минфине, являются излишними в рамках исполнения должностных обязанностей. Гарантированный пенсионный план, новая концепция пенсионной системы, представленная Центробанком и Минфином, будет распространяться не только на наемных работников, но и на самозанятых, которые с 2019 года платят специальный налог. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, принимать участие в гарантированном пенсионном плане смогут даже никогда не работавшие граждане. Уплачивать взносы за них смогут родственники. Новая система должна будет объединить накопительную часть государственной пенсии с негосударственными пенсионными
пенсионным обеспечением, которое сейчас осуществляется посредством добросовестных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды. Таким образом, в ведении Пенсионного фонда России останутся только страховые пенсии россиян. Новый налоговый режим для самозанятых, людей, занимающихся отдельными видами бизнеса, без найма работников, действует в России с 2019 года. И чаще всего это репетиторы, сиделки, няни и уборщицы. Они уплачивают налог на доходы от оказанных услуг или проданных товаров по ставке 4% на доход получен от физлиц и 6% от юридических лиц. Россияне должны бесплатно получать все лекарства, на которые им был выписан рецепт. Ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран. По их мнению, текущая система невыгодна властям. Многие россияне не могут позволить себе купить лекарства, болеют и попадают в более дорогие больницы, лечение в которых часто приходится оплачивать из бюджета. Сейчас за счет государства закупается около 20% российских лекарств. Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70% препаратов, из бюджета ежегодно понадобится выделять около 430 миллиардов рублей. Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. По мнению экономистов, такая система позволит снизить смертность, улучшить качество и доступность лечения, а также сократить срок лечения в больнице. Помимо этого, уменьшится количество вызовов скорой помощи для госпитализации и осложнений, возникающих после болезни. Более 145 миллионов рублей со средств нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в столице республики будут перенаправлены на повышение зарплат сотрудникам дошкольных учреждений города, в частности, дворникам, уборщицам и охранникам. Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания Якутской городской думы, где вносились изменения в бюджет города на трехлетний период. Изначально средства на повышение зарплат прочих работников дошкольных учреждений не были предусмотрены в бюджете Якутска. Сумма же в 164 миллиона рублей затем будет полностью возмещена из Дорожного фонда республики на выполнение денежных обязательств перед подрядчиками, которые были задействованы в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» столицы региона. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Анастасия, ну а свежая актуальная информация из мира экономики обязательно прозвучит в следующих выпусках. Спасибо. Иван, спасибо. Мы будем ждать. Я напомню, об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Мы продолжаем наш выпуск. Ход капитального ремонта в многоквартирных домах в Якутске проверил первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Вячеслав Емельянов. В этом году в Якутске планируется отремонтировать 55 домов. Сегодня комиссия проверила 2 дома по Ярославского 39 и Халтурина 4. Ульяна Шагина находится на месте событий. Ульяна, я приветствую тебя. Расскажи, на какой стадии сегодня работы по капитальному ремонту? Добрый день, Анастасия. Первый дом, на который приехала комиссия, это дом по адресу Ярославского 39, где мы сейчас и находимся в этом году. Этот дом попал под программу капитального ремонта. Работы начались еще весной, и уже можно говорить о том, что они находятся на стадии завершения. И рядом со мной первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Вячеслав Емельянов. Вячеслав Павлович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, удалось ли генподрядчику справиться со своей задачей? Добрый день. По данному объекту у нас работает подрядная организация «Тесмострой». В соответствии с договором они выполняют работы по водоснабжению, ремонту водоснабжения, ремонту водоотведения и кровли данного многоквартирного дома. Что касается системы водоснабжения, работы выполнены на 100%. По водоотведению работы выполнены в полном объеме. Идут приемо-заточные мероприятия. По крыше у нас готовность на сегодняшний день составляет 90%. Там остались мероприятия касаемо выполнения работ по вентиляционной шахте и выполнения работ по установке оцинкованных зонтов под вентиляционные шахты. В целом по республике каковы итоги капитального ремонта в многоквартирных домах именно вот в этом году?
Ну, на 2019 год у нас по итогам года планируется выполнение работы в 169 многоквартирных домах с общей суммой контракта 596 миллионов рублей. Это незначительная часть от всего плана, краткосрочного плана выполнения региональной программы по капитальному ремонту. Но, тем не менее, Министерством ЖКХ, правительством приняты все меры для того, чтобы, соответственно, увеличить долю финансирования в следующем году, повысить исполнение краткосрочного плана по капитальному ремонту. Спасибо большое. Ну а мы успели пообщаться и с жильцами. В целом они довольны итогами капремонта, но пока боятся говорить об этом громко, говорят, что нужно пережить зиму, чтобы давать какую-либо оценку. В этом доме также в подъездах в этом году управляющая компания ЖКХ Губинский провела и текущий ремонт подъездов. Это покрашены стены, полы, обновлены почтовые ящики. Чего нельзя говорить, к примеру, о рядом стоящем доме по Ярославского 41. Здесь также в этом году дом попал под программу капремонта, но жильцы недовольны тем, что здесь не обновлены подъезды. Ну а я напомню, что этим у нас занимаются управляющие компании, а капитальный фонд капитального ремонта непосредственно занимается капитальным ремонтом домов. В целом это ремонт кровли, электро, газа, вода, теплоснабжения, а также фасадные работы и укрепление фундамента. Также в обязательном порядке после окончания работ жильцы должны подписать акт о приемке и завершении работ. Ну а фонд по гарантии должен также будет бесплатно устранить все недочеты в течение 5 лет. У меня на этом все, Анастасия. Ульяна, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Ульяна Шагина. Крупный пожар произошел в ночь на четверг во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японском Окинаве. Пожар полностью уничтожил главное здание комплекса. В настоящее время причина возгорания неизвестна. Замок Сюри является резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точная дата постройки замка неизвестна. Он был разрушен авиацией США в 1945 году, однако восстановлен и вновь открыт в 1992. В 2000 году замок Сюри был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКо. И как только что стало известно, правительство Японии намерено восстановить уничтоженный пожаром замок. Об этом несколько минут назад заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны. Дания разрешила строительство Северного потока-2. Королевство осталось последней страной, которая противилась реализации проекта, рассказывает Никита Конев. Энергетическое агентство Дании сообщило, что Копенгаген разрешил проложить Северный поток-2 в водах королевства. Последнее препятствие, стоявшее перед строителями газопровода, пало. Завершить проект планировали еще в конце 2019 года, но Дания очень долго не позволяла этого сделать. Компании-оператору трубопровода, большая часть которой принадлежит «Газпрому», пришлось подать 3 заявки. Компромисс найти удалось. Согласованный маршрут меньше других будет воздействовать на экологию и не станет мешать судоходству. Власти страны подчеркивают, что действуют в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Северный поток-2 свяжет Россию и Германию еще 2 газовыми линиями. Против выступают несколько стран. Украина считает, что лишится источника дохода от транзита газа. США заинтересованы продавать Европе собственные энергоресурсы. А Латвия, Литва и Польша опасаются, что Москва использует газопровод как инструмент политического давления. Однако Владимир Путин не раз подчеркивал, что новый Северный поток – это исключительно экономический проект. Протяженность нитей составит больше 1200 километров. Мощность – 55 миллиардов кубометров газа в год.
В преддверии Хэллоуина в Лос-Анджелесе появился путь длиной в 1 километр 600 метров, уставленный искусно вырезанными тыквами. В Нью-Йорке открылась инсталляция из 7000 символов осени, а в Вашингтоне прошел традиционный для кануна праздника забег на высоких каблуках, где участницы Drag Queen выбрали образы самых популярных в этом году представительниц политической арены. От Греты Тунберг до Мелании Трамп, рассказывает Анастасия Дмитриева. От Франкенштейна до Монны Лизы. В преддверии праздника Хэллоуина профессиональные художники Калифорнии превратили самые обычные тыквы в произведение искусства для выставки в городке Ля Каньяда Флинтридж под Лос-Анджелесом. Она открылась во вторник. Более 1000 символов осени, некоторые весом до 45 килограммов, освещали тропу длиной в 1,5 километра. Она петляла между подсвеченными деревьями в местном ботаническом саду. Дети были в восторге от тыквы с изображением принцесс Диснея, а взрослые узнавали шедевр Эдварда Мунка «Крик», а также восхищались резьбой картин в стиле мастера поп-арта Роя Лихтенштейна. Один из самых знаменитых фестивалей «Великий Джек О'Латтерн Блейз» встретил гостей оригинальными светящимися скульптурами из 7000 тыкв. Площадкой для ярмарки в городе Кротон-он-Гудзон, штат Нью-Йорк, уже 15 лет становится историческое поместье Ван Кортленд Манор. Над инсталляциями несколько дней работали лучшие мастера страны. Это очень продуманные экспозиции, в том числе карусель с динозаврами, статуя свободы, планетарий. В этом году в парке появился мост всадника без головы. Его возвели в честь 200-летия публикации легенды «Сонной лощины», истории о призраках, написанной Вашингтоном Ирвингом. Тыквенная феерия под Нью-Йорком будет продолжаться до 30 ноября. Организаторы ожидают 180 тысяч гостей. В Вашингтоне во вторник состоялся 33-й традиционный для кануна Хэллоуина забег на высоких каблуках. Сотни зрителей выстроились вдоль линии марафона, чтобы наблюдать за соревнованием экстравагантных дрэг-квин. Многие из них выбрали для нарядов образы самых активных участниц мировой политики этого года – Мелании Трамп, шведской активистки Греты Тунберг и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, державшей плакат с надписью «Импичмент». Хэллоуин страны Запада отмечают каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. HBO отменил один из приквелов «Игры престолов», сериал, главную роль в котором должна была сыграть Наоми Уотс. Об этом пишет профильная пресса. Однако телеканал подсластил пилюлю фанатам и объявил, что заказал уже 10 эпизодов другого приквела. Американский телеканал HBO отменил съемки одного из приквелов «Игры престолов». Сериал, главную роль в котором должна была сыграть Наоми Уотс, закрыли после пилотной серии. Об этом пишут Hollywood Reporter и Variety. Действие сериала должно было проходить за 1000 лет до событий саги, написанной Джорджем Мартином. Первый эпизод сняли в Северной Ирландии. О решении канала актерам и съемочной команде сообщила шоураннер Джейн Голдман. HBO пока ситуацию не прокомментировали. Однако поклонникам не стоит расстраиваться. Их ждет «Дом драконов». Это тоже приквел, но уже посвященный Таргариенам, династии правителей Вестероса, мира, в котором разворачивается действие фантастической саги. Сценарий напишут Райан Кондал и сам Мартин. И HBO уже заказал первые 10 серий этого проекта. Караоке на колесах. Водитель Андрей Турко возит своих пассажиров по украинскому городу Винница не за деньги, а за песни. Чем лучше исполнение, тем больше баллов, эквивалентных гривнам, получает певец. Если исполнение трогает до глубины души, плату таксист совсем не берет, а выступление выкладывает на свой YouTube-канал, где видео собирает сотни просмотров. Мне нужна твоя душа искатель. Когда еще петь, если не в дороге? В этом такси водитель перед поездкой интересуется не тем, куда ехать, а любит ли пассажир песни. В поисках новых талантов Андрей Турко из украинского города Винница оснастил свой автомобиль караоке-системой и предлагает клиентам бесплатные поездки в обмен на исполнение любимых песен. В его плейлисте их сотни тысяч. Пассажиры выбирают как украинские, так и международные хиты. Смотрите, поездка будет абсолютно бесплатной. Если вы согласитесь с нами спеть. Давай. Возможно, у нас получится что-то хорошее.
В отличие от знаменитого телешоу «Карпул караоке», где ведущий ездит по городу и поет вместе со знаменитостями, Турко хочет помочь простым людям раскрыть свои таланты. Ролики с разрешения пассажиров он загружает на свой YouTube-канал Crazy Tahoe Karaoke, где видео собирают сотни просмотров. Интересно будет показать людей, которые действительно талантливы, и, возможно, дать им минуту славы. А когда начинаешь об этом думать, ты понимаешь, что ты можешь им дать толчок в творчестве. То есть люди, которые поют песни, есть люди, которые хотят, и у которых не раскрытые, да, то есть, может быть, они писали стихи, может быть, они умеют писать музыку. Сделать из автомобиля караоке Андрей решил 2,5 месяца назад, когда к нему села девушка без настроения. Он начал петь, и пассажирка стала улыбаться. 41-летний Турко ранее принимал участие в различных шоу, сам сочиняет музыку и тексты песен. Он планирует превратить свой YouTube-канал в платформу, на которой молодые артисты смогут получить билет в жизнь. Это были мировые новости на Якутии 24. Вырубка лесов в Якутии приведет к таянию вечной мерзлоты. Ученые Института мерзлотоведения выяснили, что через 10 лет после сплошных вырубок леса температура грунта в Якутии вырастет на 1 градус Цельсия, а толщина тающего слоя увеличится примерно до 2 метров. Это приводит вечную мерзлоту к критическому состоянию. По мнению ученых, для восстановления леса в республике требуется до 100 лет. Таяние верхнего слоя приведет к проседанию почвы, эрозиям, оползням и другим негативным последствиям для инфраструктуры. По мнению российских ученых, вечную мерзлоту защищают от таяния северные леса. Однако они также страдают из-за лесных пожаров и регулярных вырубок, особенно в центральной Якутии. И вот как раз профессор университета Хоенхайм Тило Штрек проводит лекцию об исследовании регионального изменения климата. Мероприятие проходит в рамках Дней Германии в Якутии. Саргалана, наш корреспондент, находится на прямой связи со студией. Саргалана, приветствую тебя. Расскажи, как борются с изменением климата в Германии. Приветствую, Анастасия. Изменение климата, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем современности. И сегодня лекцию Тила Штрека посетило много людей, студенты, ученые. И только что завершилась лекция. И, как утверждает Тила Штрек, сопряженные модели атмосферы и поверхность суши – это основные инструменты для оценки воздействия глобального изменения климата в региональном масштабе. И влияние изменения климата на сельское хозяйство в основном скажется именно в региональном уровне. И для этого, по словам профессора, следует создать стратегию для адаптации растениеводства и других видов земледелия к измененным условиям климата с учетом региональных, экономических и экологических особенностей региона. И какую работу в Германии уже ведут, он рассказал. Давайте послушаем. I'm going to talk about progress in land adaptation research. Я буду рассказывать об исследованиях, как мы можем адаптироваться к изменению климата, что делается в этой области в Германии, как это повлияет на жизнь сельхозпроизводителей. И второй момент, я расскажу о том, каковы достижения в повышении качества моделирования изменения климата. Но я лично не думаю, что возможно предотвратить изменение климата, поэтому наша задача – как разработать методы адаптации к этому изменению и особенно как могут к этому адаптироваться фермеры, сельхозпроизводители и каким образом наши механизмы адаптации могут повлиять на климат. А немецких ученых Якутия интересует как регион с мерзлотными почвами, поэтому они и не исключают возможности дальнейшего сотрудничества в области исследования изменения климата. Анастасия. Саргалана, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Федорова.
Переходим к чрезвычайным происшествиям. Воспользовавшись служебным положением, работница почтового отделения присвоила себе более 700 тысяч рублей. Подробности в рубрике «Чрезвычайные происшествия» расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, я тебя приветствую. А как действовала преступница? Приветствую, Анастасия. Работая на почте, женщина некоторые товары продавала, что называется, мимо кассы. А деньги вложила к себе в карман. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Прокуратура Омского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника отделения почтовой связи одного из филиалов Почты России. По версии следствия, обвиняемая, работая в одном из отделений почтовой связи, не обеспечивала сдачу в кассу веренных ей денежных средств от реализации товаров, то есть совершала их хищение, причинив имущественный ущерб на общую сумму 270 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемая, имея в силу занимаемой должности доступ к денежным средствам отделения почтовой связи, при осуществлении приходно-кассовых операций по приему от населения денежных средств за услуги почтовой связи не оприходовала их и не вносила в кассу сумму в размере свыше 449 тысяч рублей и использовала их для личных нужд. Факт хищения денежных средств был выявлен в ходе собственной проверки Почты России. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В дежурную часть полиции в Якутске обратился гражданин с заявлением о краже. По словам заявителя, из его дома были похищены 20 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что кражу совершила знакомая потерпевшего. Подозреваемая была проездом в Якутске и намеревалась поехать в Сунтарский район. Потерпевший на пару дней приютил ее у себя в квартире. Там же женщина обнаружила, что мужчина хранит свои сбережения под матрасом и перед тем, как уехать, похитила 20 тысяч рублей. По словам злоумышленницы, деньги она потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 25-летний житель Нюрбинского района отправится в колонию поселения за пристрастие к управлению машиной в пьяном виде. В суде установлено, что подсудимый, имея судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в 2018 году, в текущем году вновь сел за руль после распития алкоголя. В таком виде его остановили сотрудники ГАИ. По итогам судебного разбирательства суд приговорил молодого человека к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. А также он был лишен права управления транспортным средством сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. А жительница Нерюнгри приговорена к реальному сроку за уклонение от исправительных работ. В декабре 2018 года жительница Нерюнгри за злостное уклонение от уплаты алиментов была осуждена к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Женщина в течение длительного времени злостно нарушала решение суда, уклоняясь от его исполнения. При трудоустройстве допускала многократные прогулы, в связи с чем принялось решение об ее увольнении. Всего она отработала 49 из 180 дней, назначенных по приговору суда. После рассмотрения представления уголовно-исправительной инспекции суд заменил женщины обязательные работы на лишение свободы с отбыванием сроков в колонии поселения. В Нерюнгри задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств с использованием сети интернет. В отделение полиции по Якутску неоднократно поступали обращения от граждан, которые стали жертвами неизвестного мошенника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель республики, который на момент совершения мошеннических действий находился за пределами региона. Вскоре полицейским поступила информация, что подозреваемый прибыл в Нерюнгри, где он был задержан и допрошен. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках. Всего вам доброго. Анастасия, на этом у меня все. Александр, большое спасибо. Я напомню, о происшествиях, которые произошли в республике, нам рассказал Александр Хавренко. Летняя Олимпиада в Токио дает надежду древнейшему народу японского острова Хоккайдо айнам на возрождение своей культуры, практически утраченной в результате многолетней дискриминации. Власти признали их коренными народами и этническим меньшинством лишь 10 лет назад, рассказывает Елена Островская. В сотнях километров от суетливого Токио на холмах северного острова Хоккайдо айны проводят древний ритуал памяти предков. Среди них и Кодзи Юки – художник, занимающийся обрядовыми традициями коренного народа. У меня сердце айна, и этого не изменить. Я всей душой чувствую важность этой церемонии.
Япония прихорашивается перед Олимпиадой 2020 года. И власти обратили внимание на древнюю, практически исчезнувшую с лица земли культуру. Национальный музей и парк Айнов, проект стоимостью $230 миллионов, готовится к открытию в апреле будущего года. Посетители получат возможность познакомиться с этническими танцами коренного народа, прикладным искусством и обычаями. Однако, похоже, не узнают многого о взаимоотношениях айнов с японцами, прибывшими на Хоккайдо лишь в XIV-XV веках. А складывались они более чем сложно. Охотники и собиратели айны постоянно восставали против феодалов. Самураи в ответ лишь больше притесняли их. В XIX веке многие айны были изгнаны из своих домов на Хоккайдо и островах Курильской гряды. И только лишь 10 лет назад Токио официально признал их коренным народом. С тех пор представители айнов борются за расширение своих прав, помощь в сохранении языка и культуры, но редко получают ответ. Точное число айнов, проживающих на территории Японии, неизвестно. Официальные данные говорят о примерно 25 тысячах человек. Однако сами айны убеждены, их намного больше. Просто многие до сих пор боятся говорить о своем происхождении. Отцу Симонбетсу было 30, когда он решил вспомнить о корнях и взять ружье, чтобы пойти на зверя. Он соблюдает в своем деле традиции охотников айнов. Однако мужчина признается, было время, когда он мечтал не принадлежать к этому народу. Раньше совершенно незнакомый человек мог крикнуть мне: «Смотрите, он айн! Вот отстой!» Я не мог взять в толк, как они это видят, ведь я веду себя обычно. Это здорово шокировало. Инициатива правительства «Новенький культурный центр айнов», открывающийся как раз перед Олимпиадой, далеко не у всех представителей народа вызывает восторг. В черновике музейного буклета, с которым познакомился корреспондент Рейтер, нет упоминаний о запрете для айнов соблюдать свои традиции или о принуждении брать японские имена и говорить по-японски. Некоторые считают, что власти пытаются превратить их наследие в туристический аттракцион или зоопарк. В их числе и Кодзи-юки. Без извинений от японского правительства едва ли можно говорить о возможности распространять нашу культуру. Поэтому что музей этот, что Олимпиада, неважно. Именно официальное извинение должно открыть новую страницу в истории Японии. И тем не менее, многие из тех, кто поддерживает создание нового музея, считают, что исчезающая культура коренного народа лишь выиграет от туристического бума, сопровождающего любую Олимпиаду. Репетиция балета «Дон Кихот» проходит на сцене театра оперы и балета. Уже сегодня вечером зрители увидят представление. Главные роли исполняют артисты из Республики Мари-Эл и Казахстана. На месте события находится моя коллега Юлия Великодная. Юлия, я тебя приветствую, передаю тебе слово. Анастасия, приветствую. Да, действительно, только что завершилась. На этой сцене выступали именитые актеры республики и других стран и республик. Например, главные роли Китри и Базеля играет Екатерина Байбаева, это заслуженная артистка республики Мари-Эл, и заслуженный деятель республики Казахстан Бахтияр Адамжан. История, как всегда, проста. Это двое влюбленных, Китри и Базель. Им мешает отец Китри, который хочет выдать ее за богатого жениха. Но здесь вмешивается Дон Кихот. Он играет здесь решающую роль. И когда Базель достал нож на репетиции, у меня замерло сердце, пошли мурашки по телу. Но я думаю, тот, кто придет на спектакль, все увидит. Основная репетиция заключается в том, чтобы научиться оркестру и артистам на сцене взаимодействовать. Где-то музыку нужно быстрее, где-то медленнее. Они друг под друга подстраиваются. Как нам рассказал Бахтияр с Екатериной, которую они играют главные роли, они увиделись только на этой неделе, познакомились буквально вчера, все обговорили. То есть актеры взаимодействуют просто на ходу. Мы увидим, скажем, новый дуэт на сцене. Как они сработались, вы тоже это увидите, если придете на спектакль. Репетиция завершилась, она длилась очень долго, с самого утра до обеда. И спектакль состоится сегодня вечером. Но давайте послушаем, что нам рассказал Бахтияр, что он думает о таком персонаже, как Дон Кихот. Самая изюминка в том, что как-то он жил своей мечтой. И мне хотелось бы, чтобы каждый человек никогда не забывал про свою мечту. Это учит нас, чтобы мы стремились к своей мечте, что бы там ни было.
что бы там ни происходило, и добивались в конце-то концов вот тех моментов, которые мы бы хотели у себя в жизни встретить. Я напомню, что открытие фестиваля «Стерх» состоялось вчера, и сегодня будет первая премьера «Дон Кихота», и театр оперы и балета ждет всех зрителей. Анастасия, у меня такая информация, тебе слово. Юля, я уверена, что постановку по достоинству оценят ценители высокого искусства. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Юлия Великотная. Мы переходим к новостям спорта. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над Уфой в матче 1/8 финала Кубка России. Подробности знает мой коллега Юрий Осипов. Юрий, я тебя приветствую. А с каким счетом завершилась игра? Да, Анастасия, здравствуй. Армейцы выиграли со счетом 1-0. Помимо них в следующий раунд Кубка вышли Екатеринбургский «Урал», Грозненский «Ахмат», Ярославский «Шинник» и Санкт-Петербургский «Зенит». В эфире новости спорта. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл Уфу в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе ВЭП-арена и завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на второй компенсированной минуте забил славянский защитник армейцев Якоб Биол. Клубы встретились между собой в 13-й раз. Теперь на счету московской команды 8 побед. Остальные 5 матчей завершились в ничью. В четвертьфинале ЦСКА сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и Ростовом, который пройдет сегодня. В другом матче 1/8 финала турнира Санкт-Петербургский «Зенит» на своем поле отправил 4 безответных мяча в ворота футбольного клуба «Томь». Авторами голов стали Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ирохин и Олег Шатов. Команды сыграли 20-й очный матч. «Зенит» одержал 11-ю победу, на счету «Томи» 3 победы. Еще 6 встреч завершились в ничью. В четвертьфинале Кубка петербургский клуб сойдется с грозненским «Ахматом», который в своем матче разгромил Владивостокский «Луч» со счетом 5-1. Сегодня пройдут заключительные матчи 1/8 финала. Оренбург примет «Химки», «Спартак» сыграет с Ростовом и «Торпедо» встретится с «Балтикой». Правительство России выделит Минспорту субсидии в размере 400 миллионов рублей на обеспечение программы наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС. Деньги будут отправлены на функционирование детских футбольных центров, включая обучение тренеров, создание необходимой материальной базы. Отмечается, что принятие проекта не потребует выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета. Напомню, что чемпионат мира по футболу в России 2018 проходил в 11 российских городах на 12 стадионах. Международная федерация футбола признала турнир лучшим в истории. Победителем мирового первенства стала сборная Франции. Команда России впервые в своей истории вышла в плей-офф и сумела дойти до четвертьфинала. Якутяне завоевали 8 медалей на открытом турнире по вольной борьбе среди юношей с 2005 по 2008 годы рождения, посвященном памяти Кенеса Каримова. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования прошли в Казахстане. Участие в традиционном турнире приняло более 400 спортсменов. Якутию представили воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 3 города Якутска, а также юноши из Усть-Алданской школы борьбы. По итогам состязаний обладателями наград высшего достоинства стали Нюргун Чоросов, Айхал Харбаев, Антон Евсеев, Даниил Прокопьев и Артур Макаров. Бронзовые медали завоевали Илья Новгородов, Джилусхан Сивцев и Василий Уйгуров. Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Андре Шурле заявил, что задумывается о продолжении карьеры в конце каждого сезона. Напомню, 28-летний немец летом перешел из дортмундской Боруссии в московский клуб на правах аренды до 30 июня 2020 года. В составе красно-белых Шурле провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. Я действительно хочу принимать решение о продолжении карьеры в конце каждого сезона. Нужно решать, хочу ли я продолжать играть в футбол, осталась ли у меня мотивация, готов ли мой организм к таким нагрузкам. Я не знаю, может, поиграю еще год, может, 2, сказал немец. Российский форвард Вашингтона Александр Овечкин вышел на 12-е место по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Накануне 34-летний капитан столичного клуба отметился дублем в матче с Торонто, после чего на его счету стало 669 голов в регулярках НХЛ. По этому показателю он обошел обладателя Кубка Стэнли 2002 года канадца Люка Робитайла. На 11-й строке списка находится финн Теему Цилляни, в активе которого 684 шайбы. В текущем сезоне Овечкин записал в свой актив 11 результативных бросков и 7 ассистов. Его Вашингтон лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 14 встречах.
Воспитанники якутского футбола Артем Соколов, ныне играющий за московское Чертаново, и Никита Фурин из Краснодара попали в символическую сборную юношеской футбольной лиги России по итогам первого круга. В текущем сезоне Соколов провел 10 матчей, в которых забил 5 голов и сделал одну результативную передачу. Его Чертаново возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков в 11 встречах. Никита Фурин сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его Краснодар занимает 3-е место, имея в активе 21 балл после 11 игр. Напомню, Соколов и Фурин являются воспитанниками якутской команды «Пульс», в составе которой оба становились победителями республиканских и всероссийских турниров. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках. Анастасия, на этом у меня вся информация о спортивных событиях в России и за ее пределами. Юрий, большое спасибо. Я напомню, о новостях в мире спорта нам рассказал Юрий Осипов. В Алдане стартовал ежегодный конкурс по лего-конструированию. В поединках за смекалку, фантазию и мастерство принимают участие воспитанники почти всех детских садов района. Что можно воздвигнуть и кого создать из ярких деталей, мастер-класс у юных проектировщиков сейчас берет наша съемочная группа. На прямой линии Татьяна Вахнина. Татьяна, приветствую. Ну как, строительство увлекает? Анастасия, приветствую. Строительство, безусловно, увлекает. Мы находимся в детском саду «Снежинка» города Алдана. Актовый зал только что опустел. Детвора обедает. Потрудились мальчишки и девчонки на славу. А дворцы, как видим, один другого краше. Построить детский сад будущего было домашним заданием конкурса. Нешуточными оказались и другие испытания. Определить не глядя название детали, найти в стройматериале лишний предмет, собрать фигурку по заданной схеме. От этапа к этапу страсти накалялись. По словам главного специалиста дошкольного отдела Департамента образования Анжелы Ушаковой, год от года лего-турнир набирает у дошколят все большую популярность. Первая ступень робототехники и вот очень актуального направления робототехники, да, которая сейчас тоже набирает популярности в школе и уже даже в детском саду. И вот поэтому мы 3 года назад сначала взяли за лего-конструирование, это вот 3-й районный конкурс Самоделкины. Очень популярный этот конкурс, с большим удовольствием дети принимают участие. И я смотрю, что с каждым годом дети все быстрее и быстрее ориентируются в деталях и делают задания, им все легче. То есть на следующий год, я думаю, мы уже придумаем чего-нибудь им посложнее. Но вот лего-конструирование 3-й конкурс, а робототехника в этом году, в следующем, вернее, году мы будем проводить уже 2-й раз. То есть мы потихонечку идем в ногу со временем. Конструкторы любимы во всех садиках. Заниматься сборкой дворцов, машин, роботов, сказочных существ детвора может часами. Сегодня в поединке сошлись воспитанники детских садов Алдана. Завтра столь же масштабное строительство развернется среди маленьких проектировщиков поселка Нижний Куранах. Настя. Татьяна, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи из Алдана была наш корреспондент Татьяна Вахнина. С толстой сумкой на ремне 83-летняя бабушка-почтальон 6 дней в неделю разносит корреспонденцию по горным тропам Северной Осетии на Российском Кавказе. Протяженность ее рабочего маршрута составляет 48 километров, рассказывает Анастасия Дмитриева. Бабе Кате 83, и она все еще доставляет почту по горным дорогам. Старейший почтальон России Екатерина Адзалаева уже более полувека ходит по одному и тому же маршруту в Кавказской республике Северная Осетия. Она разносит прессу и письма в поселения Мизур, Бурон и Цей. Путь туда и обратно, 48 километров, она преодолевает по 3 раза в неделю. При этом Екатерина Сахановна даже расстраивается, что теперь ее часто подвозят попутные машины, и она все реже ходит пешком. Но мне легче самому. Самому мне легче, когда хожу. С людьми общаться мне легче. В детстве Екатерину вдохновил местный почтальон, приносивший новости с фронта во время Второй мировой войны. Девочка ждала вести от своего брата и постоянно бегала за письмоносцем. А потом я себе говорю, когда я вырасту, обязательно буду почтальоном. И люди будут ждать меня, и любить будут меня. Брат так и не вернулся, пропал без вести, и девушке после школы пришлось одной заботиться о престарелых родителях. Почтальон доставляла письма в любую погоду, несмотря на высоту в 2000 метров и диких зверей, которых иногда встречала по дороге.
Единственное, о чем Екатерина Дзалаева жалеет, что люди стали меньше писать друг другу письма от руки. У всех есть телефоны и интернет. А она теперь в основном доставляет уведомления от налоговой, судебные извещения, счета и газеты. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане минус 6 градусов, ощутимый ветер 5 метров в секунду. Сейчас в городе облачно. А в Ленске все так же облачно. Столбики термометров остановились на отметке минус 9 градусов. Давление 739 миллиметров ртутного столба. В соседнем Мирном еще холоднее, минус 10 градусов. Ветер усилится до 6 метров в секунду. Облачно. Минус 7 в столице Южной Якутии, в городе Нерюнгри. Также переменная облачность, ветер южный 5 метров в секунду. И в столице региона, городе Якутске, минус 8. Сегодня без существенных осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Наш выпуск подошел к концу. Корреспонденты телеканала «Якутия-24» продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.